Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую на своем канале. С вами Астарта Сантия. И мы делаем расклад на тему, что вы значите для него, что вы значите в его жизни. Перед вами, как обычно, 3 варианта. И напоминаю, что все последние новиночки в описании к этому видео. Прогноз по знакам зодиака на март, тоже ссылочка на плейлист в инфоблоге. Под видео все, в общем, имеется. Обратите, пожалуйста, внимание. И подумайте о своем мужчине, о том мужчине, который вам интересен. Задайте вопрос, что вы значите в его жизни. И выбирайте свой вариант. Цифра 1, 2, 3. Прислушивайтесь к своей интуиции. Она нам здесь помощник и подсказчик. И перехожу я к первому варианту. Итак, вариант номер 1. Смотрим вас и что вы значите в его жизни. Но вы, дорогие мои единички, для него как возможность. Возможность свою жизнь изменить и научиться доверять партнеру. Не закрываться, не отгораживаться, не притворяться, не быть с ним на самом деле все-таки. Да, может быть, физически он был со своими партнерами, партнершами, но на самом деле ментально и эмоционально он был где-то далеко. Вот вы для него тот человек, который дает ему возможность наконец-таки быть рядом во всех смыслах слова со своим партнером. Вы вызываете в нем чувство и желание довериться. В нем такая происходит рядом с вами некая глубокая трансформация. Да, может быть, она не быстрая, да, может быть, она нелегкая. Трансформация, она никогда не бывает болезненной, да, и карты нам это говорят, но в любом случае человек учится и пытается быть рядом, пытается быть в партнерстве, да. Где-то это может вызывать с его стороны некое лукавство. Я не говорю, что это ложь, обман. Нет, человек просто лукавит и что-то вам не договаривает. Что-то где-то скрывает, может быть, одевает маски, притворяется, что ему это легко, что ему это комфортно, но на самом деле нет. Он хочет, знаете, рядом с вами выйти из своей скорлупы, выйти из тех оков, в которых он заточен, который не дает ему двигаться, который не дает ему масштабности. Вот, как в клетке, в неком таком замкнутом пространстве, которое его очень сильно ограничивает. А так как он ограничен, он пытается показать всем на самом деле, что все у него прекрасно и хорошо, то есть обманывает и лукавит. Но рядом с вами он готов выйти из пузыря, да, из этого шара, готов пойти на трансформацию, и он понимает и осознает, что это для него удача, это для него шанс, когда он может свою жизнь изменить. Да, где-то он начнет манипулировать, да, где-то может что-то пытаться вами управлять, но это потому, что новая обстановка, новая атмосфера в жизни ему, конечно, в новинку. Не привык он вести себя свободно, показывать людям правду, быть более открытым, быть более доверчивым. Вот он не привык. Вот, и поэтому тут, опять же, да, как я уже сказала, может быть лукавство. Также, в любом случае, на данный момент мужчина сейчас видит вас своим партнером. Видит вас партнером, человеком, который постоянно рядом, который поддерживает, помогает, который принимает ту ситуацию, которая есть, человеком, который пытается понять, принять, который поддерживает, знаете, с закрытыми глазами. И он это осознает, он это понимает, что вы бы хотели быть рядом, хотели бы быть с ним вместе, но он все равно, по крайней мере на данный момент, у него немного такое закрытое положение некой трансформации. И трансформация — это
как я уже сказала, да, она достаточно такая болезненная. Вот они, перемены, смерть, колесо фортуны. То есть у него идет движение, идет развитие личности, идет развитие в ваших отношениях. И это для ваших отношений это хорошо, потому что отношения станут более открытыми, более доверительными и более правдивыми. То есть того лукавства, которое сейчас он проявляет по отношению к вам, оно уходит и оно уйдет. То есть вы для него такая очень важная личность, если подводя итоги, да, нашего сегодняшнего гадания, то вы для него важная очень личность. Личность, которая вдохновляет, подвигает его, толкает к трансформации к лучшему. Да, дамы дорогие, для вас это может быть не так легко. Я бы сказала, даже болезненно, но, как повторяюсь, да, ни одна трансформация легко и безболезненно она не проходит. Вот такой у нас получился вариант номер 1, дорогие мои. Я вам желаю всего самого наилучшего. Самое главное, конечно, терпение. Будьте любимы, будьте желанны. И самое главное, одно из самых главных качеств, Господи, я заговариваюсь, простите, любите себя, берегите себя, балуйте себя, заботьтесь о себе, несмотря ни на какие жизненные обстоятельства. Вы у себя одна, единственная и неповторимая. Я с вами прощаюсь, как обычно, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Перехожу к двоечкам. Двоечки, смотрим вас. И, скорее всего, второй вариант выбрали те, у кого отношения находятся в таком достаточно глубоком кризисе, ссоре, расставании. Либо это отношения, которые уже закончились. Что вы значите в его жизни? Ну, что хочу сказать, что вы в первую очередь для него выступили неким учителем. Учителем, который многому его научил, многое ему дал, в то же время этот опыт, по его мнению, да, он причинил ему еще и много переживаний, таких достаточно болезненных и неприятных. Вы, по его мнению, вы заставили его, знаете, когда отношения настолько тяжелые, когда отношения такие отяжеленные, болезненные, да, и когда при расставании кажется, что уже все, вот выжжено все, уже сил никаких, ни эмоциональных, ни физических, никаких нет, никаких ресурсов, никаких, грубо говоря, да, витаминов к дальнейшей жизнедеятельности нет. Вот такая апатия и депрессия. Вот в таком состоянии он находится. И еще, и судя по Таро, по вот этим картам, такое ощущение, что вы, дамы дорогие, инициатором были вы. Расставание. Если тут я права и речь идет о расставании, и, скорее всего, в отношения вмешался еще некий другой мужчина, дамы, у вас. И этот опыт с вами, да, того мужчину, которого мы смотрим, привел его, конечно, к переживаниям, к опыту, который отложится на всю его жизнь, который его многому научил, который ему многое дал, но и эти знания, этот опыт дались ему тяжело. Вы для него человек, как я уже и сказала, учитель. Вы научили его в некоторой степени быть таким мужчиной в отношениях, проявлять мужские качества в отношениях всем, быть защитником, быть добытчиком, быть партнером, соратником, да. Вы, вот знаете, воспитали в нем вот эти мужские все качества. То, что вы в него вложили, поможет ему в жизни и в дальнейшем. То есть даст ему возможность уже смотреть на жизнь и на ситуации жизненные совсем с другого ракурса, с позиции уже опыта и прожитых переживаний. Смотрите, те, у кого не было расставания, те, у кого отношения сейчас настоящим имеются, что вы значите для него. Вот на данный момент, мы же смотрим на данный момент, вы опять же для него некий учитель, который учит его через
негативные, неприятные какие-то эмоции. Человек, который постоянно его так вот покусывает, который постоянно его обижает, который постоянно учит его жизни, который постоянно как-то немного даже свысока оценивает все действия, поступки, слова мужчины. И тем самым вы его обижаете. Может быть, даже вы это и не осознаете, но вы причиняете этому мужчине боль и обиду. И он хотел бы, чтобы вы были ближе, хотел бы, чтобы вы были рядом, хотел бы большего понимания от вас, большего принятия от вас, но этого не происходит. И поэтому те отношения, которые сейчас складываются, они как бы партнеры сами по себе. Вы отдельно, да, и мужчина отдельно. То есть нет вот этого коннекта. Вроде бы вместе, а вроде бы и нет. И отсюда эмоциональность, прям большая со стороны мужчины, эмоциональность, переживания, где-то даже он может быть жесток и агрессивен, нервный, и постоянно вот на каких-то, грубо говоря, да, на шарнирах, постоянно заведен. Но есть надежда, что отношения все-таки наладятся. Забыла я. Отношения все-таки наладятся и отношения восстановятся. Но как бы сейчас сложно в отношениях не было, вы для него как некая путеводная звезда, вы для него как олицетворение некой надежды на будущее, на дальнейшее развитие и на такое позитивное, прекрасное, чудесное будущее. То есть и вот тут карту расклад заключает такая карта, некая карта, на мой взгляд, надежды, что все-таки пара соединится. И здесь тут старший аркан звезда тоже намекает на то, что мужчина надеется, что в будущем отношения наладятся. Вы для него в любом случае многое значите, но от вас, по его мнению, его глазами исходит много высокомерия, много поучительства, много каких-то, знаете, вот таких вот покусываний. И вот тем самым вы его обижаете, и он очень сильно переживает, эмоционирует и вспоминает те времена, когда вам было гармонично, когда вам было, когда в отношениях была тишь, гладь да больше благодать, в общем. Такой у нас вышел вариант номер 2, двоечки. Я вам желаю всего самого хорошего. Самое главное, конечно же, гармонии, процветания и здоровья. Берегите, любите, балуйте, цените себя. Вы у себя единственная, вы у себя прекрасная, вы у себя чудесная. С вами была Астарта Сантье. Всех благодарю, что были со мной. Как обычно, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Я перехожу к троечкам. Троечки, смотрим вас и что вы значите в его жизни. Вот третий вариант из разряда и вместе никак, и врозь невозможно. Метафорические карты нам показали и выпали все самые, что ни на есть, болезненные карты в колоде. И что хочу сказать, что вы значите, вы для него как человек, который олицетворяет для него некую боль, некую обиду. И вот знаете, вы вроде как вместе, и в то же время вы друг другу причиняете боль. И он вас обижает, и вы его обижаете. Вы друг друга отзеркаливаете. То есть как он к вам относится, так и вы к нему относитесь. Он хорошо, вы хорошо. Он плохо, вы к нему тоже плохо. И от этого пара, партнеры, они каждый живут своей жизнью. Каждый как в некой такой ракушке и друг от друга закрываются. Каждый причиняет друг другу боль, каждый эту боль хранит внутри. Боль невозможно болезненная, невозможно, не знаю, как все сказать, невозможно такая больная. Отношения, в которых два партнера, насколько они друг к другу привязаны и ценят друг друга, настолько же они и друг друга обижают, и унижают, и где-то даже уничтожают. Вы однозначно для него важный человек в жизни, и как и он для вас. Я бы сказала, что это даже где-то могут быть и кармическими отношениями. Вы с друг другом вроде как вместе, вы друг другу даете силу, даете энергию, но вы друг друга и осушаете, вы друг друга выпиваете до дна. И от этого и ему, и вам сложно в отношениях.
Есть, конечно же, те моменты в отношениях, когда вам хорошо, но они очень кратковременные и очень краткосрочные. Вот метафорическая колода, она прям болезненная. Вы, думаю, сами карты видите, прям все карты болезненные. Дальше у нас идет Таро. Таро у нас уже немного другого ракурса выпадают карты. Карты нам показывают, что вы партнеры, что вы друзья, что вы соратники, что вы друг к другу привязаны, что вы любите друг друга. В принципе, отношения складываются довольно-таки более или менее позитивно. Но эти отношения для вас обоих, они очень сложные. Они с какими-то постоянными проблемами, с какими-то постоянными препятствиями, с какими-то постоянными сложными переживаниями. И я думаю, у нас выпала карта туз мечей. Она нам намекает на то, что отношения, скорее всего, в том формате, в котором они сейчас находятся, они перестанут существовать. Вот, если, например, была ссора, конфликт, там какие-то недоразумения, недопонимания, то они должны уйти. Все это должно закончиться. Но это не быстро, это не легко, это достаточно болезненно. Потрудиться придется и ему, и вам. Если в отношениях была тишь да гладь, в чем я сомневаюсь, потому что метафорические карты нам показывают вообще боль и обиды, да, то тоже что-то изменится. Причем перемены будут достаточно резкие, неожиданные для вас обоих. Но вот вытянули до, да, десятка пентаклей обещает нам, что в принципе отношения должны наладиться. То есть от десятки жезлов, где все сложно, где все тяжело, где та ноша, которую несут оба партнера, да, она прям такая трудновыносимая. Но дальше у нас идет туз мечей, который обрубает, как бы отрезает эту тяжесть, и наступает десяточка пентаклей. То есть тут это более или менее уже гармония, тут материальный достаток, материальный успех у партнеров, и от этого отношения тоже в некой такой гармонии и стабильности. Но как бы вот тут на физике нам карты не показывали, да, что все хорошо внутри, эмоции, да, метафорические карты, это все-таки больше психологические, эмоциональные карты, они показывают глубокие переживания, глубокие обиды у обоих партнеров. И пока кто-то друг другу не уступит, судя по картам, отношения не наладятся. Вот тут нужно пересмотреть, перетрансформировать свои взгляды, свое поведение и свои желания в этих отношениях, да, и как вы видите эти отношения в будущем, в дальнейшем. Вот такой у нас выпал вариант номер 3, дорогие мои. Я вам желаю всего самого хорошего. Самое главное — здоровья, любви, благополучия, процветания и терпения. Будьте любимы, будьте здоровы, берегите, любите, балуйте, заботьтесь о себе, цените себя, дорогие мои. Это была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. С вами прощаюсь. Как обычно, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи в других моих видео.